Я мечтаю, чтобы слава о Мечталионе разнеслась так же, как и о коллективе, который сегодня у нас в гостях. Встречайте, мировые звезды, группа Айла. Ребята, привет! Значит, Руслан, Адель, Ренат. Спасибо большое, что вы сегодня в это воскресное утро с нами. Буквально за пару месяцев о вас узнали во всем мире. Ну, правда, это здорово. Давайте им еще поаплодируем. Это уважение. Ваша песня на башкирском языке обошла в чартах таких, ну, назовем их, бывших звезд, как Леди Гага, Кендрик Ламар, Бруно Марс. А вас вот узнали, вы стали открытием для большинства в музыкальном мире, но, по крайней мере, по двум из вас видно, что вы не вчера начали распеваться. Расскажите, как давно вы занимаетесь музыкой? Ну, на самом деле, мы недавно подсчитывали, более 90 лет. На нас троих уже музыкального стажа. А музыкального творчества да, именно? уже 90 лет. Ренат, он заслуженный артист, а теперь народный артист. Народный артист Республики Башкортостан. Круто! Фронтмен группы «Аргамак». Он родился вот с этим инструментом в руках. Как называется инструмент? Инструмент называется курай. Это символ башкирского народа. Он на гербе, на флаге республики изображен, как стебель с 7 лепестками. Вот так он выглядит в природе. Это реброплодник уральский, научный. Но из него можно звук доставать? Да, конечно. Он Берете и достаете. Ну как? Ренат, круто. И я знаю, ребят, что вы ну, не просто хотите рвать чарты, а вы с какой-то очень важной миссией вошли в музыкальный мир. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, Руслан. дело в том, что у нас вышел только второй сингл. Это вторая песня, альбом написан, который называется «Хумай», и очень много смыслов. Ренат у нас человек, который очень глубоко знает башкирскую культуру, поэтому, я думаю, лучше ответить и рассказать на этот вопрос ему. Да. Наш альбом основан на башкирском сокровище. Это эпос «Урал-Батыр». Вот, и в нем, можно сказать, умещаются все принципы мироздания, все вселенские законы мироустройства вот в этом эпосе отражены. Если его прям системно разобрать, можно там сотни докторских диссертаций писать, вплоть от эмбрионологии до заканчивая квантовой физикой. Ну вот есть, вдруг музыкой решите заниматься, начнете писать как раз. Да, и вот Хумай — это персонаж из эпоса, это возлюбленная Урал-Батыра. Она хранительница пути к живой воде, к роднику, источнику, да, и у нее хранился крылатый конь Акбузат с алмазным мечом, который помогал Урал-Батыру бороться с силами зла. То есть это вечная борьба добра и зла, внутреннего мира человека, его светлой и темной стороны, то есть воспитание своего эго. Все это заложено в эпосе «Урал-Батыр». И мы музыкально рассказали об этом эпосе в 12 песнях. Вот, и сейчас вышел только вот второй сингл. Запустилось несколько трендов в интернете после вашей песни «Хумай». Вы наверняка знаете, о чем я говорю. Да. Да, Адель, а какие тренды вам особенно понравились? Мой самый любимый тренд – это где берут кошечек или собачек и используют их вместо шапки. А у нас, кстати, есть фотографии. Сереж, покажи, пожалуйста. Ну, кстати, Так, очень похоже. это Адель из музыкального видео, а вот рядышком как раз ваши почитатели, ваши поклонники вместе со своими питомцами. Так, ребят, об этом все спрашивают, и мы тоже не можем обойти стороной. Руслан и Адель, вы семья, вы отец и дочь. Скажите, это помогает в группе или мешает? Или как батя сказал, так и будет? Или Адель уже начинает спорить с отцом? Расскажите. Ну, у нас очень большой бэкграунд. Дело в том, что Адель рано стала петь и уже в 13 лет получила гран-при международного фестиваля. И получается, сколько лет мы на сцене вместе? С 9 лет. В 9 лет я ей написал 10. первую песню. Это сколько? 16 лет мы вместе. Но за 16 лет можно научиться коммуникации. Вы сейчас даете возраст Адель немножко. А мы не скрываем, по-моему. Мы не скрываем, да. Кстати, самая молодая заслуженная артистка. Адель, заслуженная артистка Республики Башкортостан. Вау! Когда альбом-то выходит? Когда ждать его? Совсем скоро. Совсем скоро. Он выйдет летом.
подождите чуть-чуть. Но зато мы можем порадовать то, что выйдет еще один сингл, и мы постараемся выпустить еще один клип. Так что... Ждем. Кстати, предыдущий клип на днях, премьера была на песню «Хамай», была не в Москве. Почему не в Москве? Ну, потому Как-то что... я как потому с что сожалением все- говорю, все- хотя я из Ленинграда, и одна по-другому. Почему не в Москве, а? А потому что родина Урал-Батыра где? Эфе. В Уфе. Башкортостан, понятно, на Башкортостан, родине. конечно, конечно. Как прошла премьера? Великолепно все было на большом экране, в центре города. Мы представили клип, после чего вышли на крышу, поприветствовали всех людей. Люди пришли с шариками, с плакатами, в национальных костюмах. Было просто потрясающе. И, по сути, у нас состоялся первый концерт в Уфе, потому что прямо с крыши мы На крыше. исполнили Крыша, концертного зала. это сколько этажей примерно? Это много, но это концертный зал. Нет, я что, вы же не на крыше небоскреба вышли? Нет. Ну, порядка, я думаю, там 6-7 этажей высота точно была. Стояли Полгорода пришло, наверное, такие пушки, светили на нас, да, и... Вас обожают. Вас обожают в Башкортостане, вас обожают в России. Мы вас обожаем. Вы крутые. Мы ждем ваш альбом летом, чтобы услышать все композиции. А сегодня, в конце нашей передачи, мы ждем от вас на нашей сцене песню «Хамай». Еще раз говорю, что вы несете очень важную миссию. Вы большие молодцы. Круто. Айяла! Ура! В конце передачи! А прямо сейчас свое творение представят башкирские мастера народного пения. Наши ребята! Мировой хит от Айяла! Хуай! Поехали! Bashkırtları, maydın yıldızları, yenşiş menin